мы для себя видим ситуацию, что в грядущие года, которые придут, будут те потрясения, изменения, которые взбудоражат наше общество. И поэтому сейчас, вскоре, хотят все они всю ситуацию исправить в свою пользу. Объясню свою мысль. Многие забывают, что в 2025 году по договору нам Россия перестанет платить те зарплаты, которые платит сегодня. Помощь, скажем, она ее сократит до 15%. Я думаю, что вечером вы услышите, что это все не так, глупости и так далее. Но есть простая истина. В 2025 году наши милиция, здравоохранение, Минобороны, учителя и ряд еще там, чиновничий аппарат и так далее начнут получать только 15% помощи. Скажем, что Россия ее продлит. На каких основаниях? Почему она должна этого сделать? Если даже элементарно железнодорожный кредит нам не прощен, а оттянут. Оттянут, потому что они видят, что мы стоим на краю пропасти и что мы сами придем и попросимся. Войти в состав России, войти там в союзное государство. Много разных вариаций, которые мы будем фантазировать, но есть реалии простые. Мы будем загнаны в угол. И мы вспомним начало 90-х годов, когда мы просились в Краснодарский край. Если мы не будем с друг другом откровенными, если мы не будем правду говорить своему народу, мы зайдем в такой тупик. И откладывать проблемы, накладывая на друг друга их, это не решение. И я людей не понимаю в этой ситуации, которые сегодня начинают домысливать, дооправдывать, когда есть простая истина. Мы стоим загнанными в угол, самими с собой. Потому что инвестиционную помощь мы задушевно растранжирили, съели, не реализовали. Очень много тех моментов, когда деньги к нам приходили в государство, мы их не реализовывали, они уходили. Потому что мало профессиональных кадров на местах. Они не могут ни смету сделать, ничего. Это наша общая проблема. Ни власти, ни оппозиции, нашего народа. Потому что мы берем того, кто ближе, того, кто поддержал нас, поэтому он наш сторонник, он должен где-то работать. Такими принципами мы засорили, именно засорили. Все наши те государственные органы, которые могли для государства приносить пользу и зарабатывать, сегодня они все убыточные. Все РУПы и так далее. Это показать плюс небольшой, это не значит, что он прибыльный. Мы себя обманываем, оттягиваем от выборов до выборов. То, что за 30 лет накопилось, это лопнется. Капля из стакана воду выливает, когда он наполненный. Поэтому мы для себя не знаем, где начнется та катастрофа, которую мы всегда прогнозируем, говорим. Но, скорее всего, она начнется, когда люди перестанут получать привычную зарплату. Вот там начнется для нас вся катастрофа. Вот там тогда каждый пойдет и будет проситься в состав России или еще куда-то. Потому что я уже смотрю, настроение в обществе начинают быть крайне скверными. Начинают рассказывать, а что тут такого, а там мы ездили, а там нас любят.